Esnaf bu özünce sanattır. Evvelsi bugünkü kadar Kırım Tatarlarının ömründe esnafçılıkның bütün çeşitleri mühim rol oynagan. Yaratkan şeyleri ise yüksek bedi eserlerini teşkil ete. Искусство для меня это, наверное, смысл моей жизни, наверное, скорее всего. Ну, это одно из первых. Потому что, я увидел смысл в жизни, узнав это искусство, как бы, да, и, не обязательно медь. Для меня медь, для кого-то другое какое-то есть искусство. Для меня металл, медь дал такой еще один толчок в жизни, да, смысл продолжать жить, да, в это, одно из, я говорю, не говорю, что именно из-за него я живу, потому что есть у меня и дети, там, семья, ради которых надо жить, но это меня как бы в жизни развлекает, не дает скучно жить. Мирас программасы bu sefer Kırım Tatar esnafçılığına bir nazar taşlap, bakırcılık alemine alıp kete ve halkımızın en meraklı anneleri hakkında hikaye ete. Kırım Tatarlarının esas esnaf merkezi Karasubazar ve Bahçesaray'da olgan. Belorusiyaçısı Petr Palaz bildirgenine göre, tek Kırım Hanlığı paytaxtında 517 lavka, yani tükan olgan. Bakırcılarının tükanı misal olarak Çökuç urması sesinden belgileniydi. Kırım Tatar ustası joyulay atkan milli esnafını yanıdan tiklemege tırışa ve halkımız arasında çanak çölmekler yapılması için en sık rast gelgen malzeme bakırını öğrenmege, onu özüne boysundurmağa bütün var gücünü bere. Şu yüksek niyetlerini de muvaffakiyetle yerine getire. Медь, магический такой металл, интересный он. И вот пластичность, когда ты у тебя получается из него что-то сделать, для кого-то это выглядит как какая-то магия, потому что железо согнуть, многие представляют, что это невозможно, а на самом деле это, если правильно его бить, как бы, да, и определенной техникой, то и получается изделие интересное и красивое. И вот это меня завлекло, что можно металл согнуть, так его согнуть, чтобы получилось красивое какое-то изделие. И не только из-за этого, конечно, потому что у нас, крымских татар, было много медных изделий в прошлом. И в один момент у нас это просто потерялось, это искусство. И пришлось заново восстановить эту технологию. Не знаю, почему у меня это получилось. Спасибо многие, кто понимает в этом, мне советовал. Кто-то не прям показывал, как это делать, но какие-то изделия мне показывали, мы с ними обсуждали это. Коллекционеры есть. У нас Ибраим Дервиш, Рустем ага, Айдер ага есть. Вот. И многие они мне приносили свои старинные изделия реставрировать. Я их изучал, смотрел, на чем оно билось, там, на каких оправках это возможно было сделать. И все заново изобретал я, можно сказать, с нуля. На сегодняшний день я полностью восстановил джезве.
Эвелезелден эчдатларымызның evinde mutlaka cezve olmak gerek edi. Onun içinde pişirilgen kahve bütün vakitlari halkımızın en sevimli içimligi olgan. Adet üzere cezveni bakırdan yapkan var. Çünkü şu malzeme sıcakını yaxşı keçire. Cezve sapını ise kovat pişmesin dep demirden etkenler. Cezve yapılmasının öz incelikleri olgan. Самая главная форма это у джезве. Эта форма появилась не за один день, на пробах и ошибках прошлых мастеров. Потому что они же тоже, наверное, не сразу к такой форме пришли. Я считаю, что это просьба женщин привело мастера к такой форме. Как всегда, мужчина выступает изготовителем для женщины. Допустим, ювелир, он пытается украсить женщину, да? Вот. Он видит со стороны девушку и пытается ее еще больше украсить, чтобы она вообще выглядела как ангел там. Ну, в моей ситуации тоже это как бы изделие для женщины, которая будет варить кофе для мужчины. И оно должно тоже приносить удовольствие для девушки, которая будет варить в этом изделии кофе, чтобы было приятно ей тоже сварить для своего любимого человека кофе. Да? Ну и не обязательно для любимого, для любимых своих друзей, знакомых, там, гостей. Второе – это гостеприимство у нас было. Да? Сначала для гостей варили кофе. Таким образом выражали свое гостеприимство, угощали сладостями. Evvelsi cezvenin miqdari 3,5 litrga qadar olgan. Böyle balaban cezvelerde kahve çeşit tedbirlerde, dua ya da toyda pişirilgen. Her bir evde 400 millilitrden 1 litrga qadar miqdarındaki cezve mutlaka olmak geregi hakkında adet бар edi. 100 millilitrli cezveler de sık rast kelgen. Кофе закипает в конусной посуде быстрее, не при 100 градусах, а там при 70 градусах уже сваривается кофе. И за счет этого не образуется вот эта вот кислота, там горечь, да, вот аромат кофе сохраняется. За это именно конусная форма. Верхний конус, он служит как собирание пенки, да, вот этой вот шапочки. И эта шапочка служит в виде крышки, как бы. Оно сохраняет аромат кофе, чтобы не улетучился моментально этот во время варенья аромат. Носик тоже у него своеобразный. Во время, когда ты наливаешь, чтобы его не пролилось в сторону куда-то или еще. Он прям струя стремится в этот носик и чашечку. Земаневи бакыр ustaları ise özünün işine dikkatle baka. Eğer de evvelsi çanak çölmekler sade şekilde yapılgan olsa, şimdi bu şeyler sanat eserine kadar yakınlaşa. Kimer de istidatlı bakırcının ellerinde bir eşya sonuna kadar işlemegence başka eserge çevirile. Делал чашечку, она в итоге там не получилось, порвалась. И пришлось не выкидывать же его, это изделие. Потом другое, что у меня было тоже. И оно вот лежало, потом я взял их, две соединил, получилась вот лампа. Светильник этот, его же верхняя часть. Джезве и чашечка. Первое, что есть лекала. Стандартные лекала, уже которые я изготовляю, по которым я изготовляю джезве. Это вот правильные уже на сегодняшний день, которые формы. Там строгие формы определенные, чтобы красиво оно
сочеталась эта форма. Вот, по этим лекалам я вырезаю, значит, металл, медь. Потом формируется из него конус. На замочке все это одевается. Сваривается это все латунью, этот шов. После идет процесс чистки. Ну, очищается от всех нагаров все. Потому что там есть припои вот эти вот, которые... Не припой, а бура, флюс, который он во время чеканки будет портить. Ну, это процесс. Это вмятины будут оставаться. И вот это надо все очистить в кислотах. Ну, в лимонной кислоте. После это все опять зашкуривается, зачищается и начинает формироваться форма джезве на оправках, молоточками. После уже следующий этап, это дно делается. И опять в кислоту. Это все чистится в кислоте, опять же. Потом опять достаешь, опять ты его отбиваешь полностью, потому что он после пайки дна он становится мягким. И надо опять его весь обстучать заново и придать ему гладкость, вот эту форму, выровнять. Потому что она вся такая побитая. Потом процесс изготовления ручки. Она делается из железа. Это тоже не просто так, почему из железа. Оно не греется во время варенья. Ну, когда варишь ты кофе, у тебя бывает момент, когда выкипает это кофе. Ты раз резко можешь схватить или обжечься, там, деревянная может сгореть ручка, медная нагреться, там, латуневая, там, и ты можешь обжечься в этот момент. Или надо искать прихват, или что-то, да? А если металлическое, оно вообще не нагревается. Birkaç saat ya da gün içinde bakır parçası öz şeklini tapa. Onun üstünde kakılgan örnekler ise eşyaga mana ve keyif bağışlay. Bunun beraber ustalar bakırcılık denilgen esnaf çeşitini muvaffakiyetle inkişaf ettire. Бақчысарай аралықлары асырлар девамында эснафчыларға илхам бағышлаган ve bu күнге kadar esnaf ve alış-veriş merkezi ola. Esnafçıların işleri ise sanat eserlerine çevrildi.